Джамшед Йоров. Новое дело Бузургмерга полностью политическое. В Таджикистане озвучили стоимость хаджа 2023. Медики из Таджикистана в тройке лидеров, обращавшихся за подтверждением квалификации в России. В Госдуме Российской Федерации анонсировали законопроект, предусматривающий отправку мигрантов с гражданством России на спецоперацию. Предварительное следствие по делу политзаключенного, известного таджикского адвоката Бузургмерга Йорова завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил брат Бузургмерга Джамшед Йоров. По словам Джамшеда Йорова, поскольку стадия предварительного следствия завершена, невыполнение полученных следователями незаконных указаний о неразглашении сведений по делу не влечет за собой ответственности. Брат известного адвоката, который сам является адвокатом, говорит, что это дело, как и другие дела против противников режима Эмомали Рахмона или активистов гражданского общества, было сфабриковано в атмосфере лжи, сокрытия, давления и пытки в отношении подозреваемых, свидетелей и их родственников. Йоров уточнил, что до настоящего времени встреча с истцом, написавшим заявление на Бузургмерга, не проведена. Необходимые материалы, подтверждающие получение денег, не собраны. Требования Бузургмерга не удовлетворены. Основанием для привлечения к ответственности Бузургмерга является только письменное заявление, написанное под пытками заключенным Гасановым Хасаном. Документального подтверждения получения денежных средств в деле нет. По словам Джамшеда Йорова, суд, согласно закону, при подаче иска о том, что кто-то имеет задолженность, также требует записку от заемщика, подтверждающую получение денег. Однако для того, чтобы отправить активиста в тюрьму, ни суд, ни органы правозащиты не требуют от заявителя такого документа. Почему? Потому что дело политическое, заказное и дело против отдельных лиц. Они головная боль для правительства, поэтому таких лиц нужно уничтожать любыми законными способами, говорит брат Бузургмерга Йорова. По его информации, суд в изоляторе временного содержания, вероятно, начнется через 2 недели. И это последнее сообщение от Бузургмерга, говорит Джамшед. По его словам, его брат прислал информацию о его уголовном деле, хотя за это ему угрожало наказание. «Надеясь на помощь и справедливость, что мы сделали и что мы можем сделать?» – спрашивает Джамшед Йоров. Комитет по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана озвучила стоимость хаджа в 2023 году. Стоимость хаджа в текущем году составляет 59 тысяч сомони, что на 1520 сомони дешевле, чем в 2022 году. Отмечается, что цена определена по согласованию с антимонопольной службой страны. По данным комитета, эта сумма покрывает все первоначальные расходы паломников, включая билеты в оба конца, гостиницы в Мекке и Медине, трехразовое питание, услуги гида, проживание в Мине, Муздалифе и Арафате, оплату жертвоприношения. Также в эту сумму включены оплаты за транспорт по маршруту Джидда-Мекка-Мина, Арафат, Муздалифа, Мина, Мекка, Медина, организацию медицинских пунктов в Мекке и Медине, страховку, обеспечение паломников книгами о хадже и бейджами и государственная пошлина. Отмечается, что таджикские паломники смогут отправиться в основной хадж с 10 по 20 июня. Также комитет призвал население не верить мошенникам и обращаться в комитет и подведомственным ему учреждениям, если им кто-то будет предлагать услуги по отправке в хадж, напоминая, что каждый год с началом сезона фиксируются случаи, когда не имеющие отношения к организации паломничества обещают отправить желающих в святое для мусульман место. Росздравнадзор Российской Федерации представил статистику об иностранных мед- и фармспециалистах, запросивших подтверждение диплома в прошлом году. Больше половины соискателей – это граждане Таджикистана и Украины. Больше половины иностранных специалистов, обратившихся в 2022 году в Росздравнадзор для подтверждения медицинского и фармацевтического образования, полученного в других государствах, были из Таджикистана и Украины. Они же чаще всего получали отказы в направлении на сдачу специального экзамена,
необходимого для допуска профессиональной деятельности. Это следует из публикации в журнале «Вестник Росздравнадзора». Анализ поступивших в Росздравнадзор в 2022 году заявлений свидетельствует, что подавляющее большинство заявителей получали образование в государствах-членах СНГ. Больше всего заявлений поступило от граждан Украины – это 1940 или 36,5%, Таджикистана – 1101 или 20,7%, Киргизии – 11,7%, Казахстан – 10,6% и Узбекистан – 4,4%. Из 5303 специалистов 2995 или 56,5% заявители имели высшее медицинское и фармацевтическое образование. Отказы в направлении на сдачу специального экзамена в 2022 году чаще всего получали также соискатели из Украины и Таджикистана. Основной причиной было несоответствие заявленного уровня подготовки квалификационным требованиям, установленным в России. В 2023 году наблюдается рост количества обращений и заявлений, связанных с подтверждением соответствия иностранного образования. В первом квартале их поступило в Росздравнадзор свыше 4000, в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В конце 2022 года Росздравнадзор ужесточил условия признания иностранных дипломов медработников и фармацевтов. Претенденту могут отказать, если уровень образования и квалификации не соответствует требованиям, установленным в России. При этом соискатель должен также успешно пройти аккредитацию. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект, предусматривающий отправку мигрантов с гражданством России на спецоперацию. При этом депутат не уточнил сроки внесения документов в Госдуму. По его словам, речь идет о допустимости мобилизации призыва мигрантов, однако желательно, чтобы их было не больше, чем 2-3 человека на взвод. Это, по мнению депутата, не позволит землячествам подавлять дисциплину. Матвеев отметил, что мигрантов можно активно использовать как стройбат, в том числе на передовой. Матвеев добавил, что законопроект должен поменять существующий порядок, согласно которому лица, имеющие двойное гражданство, не подлежат призыву. Они могут лишь стать добровольцами в составе российских вооруженных сил, заключив контракт. Ранее МВД предложило создать новую структуру административного надзора за пребыванием иностранцев в России и упразднить нынешний государственный контроль в данной сфере. Об этом пишет издание НСН.